Круглый стол посвящен исторической тематике, в частности, национальной истории Абхазии новейшего времени. Тема эта не надумана, не придумана, она как бы навязана нам временем, которое мы сегодня переживаем. Она как бы вытекает из нашей как внутренней жизни, так и внешней. Не случайно, я думаю, никто сомневаться не будет, что президенту Российской Федерации пришлось комментировать не только события в Тбилиси, но достаточно подробно прокомментировал, и отрадно, что прокомментировал нашу историю достаточно аргументированно, достаточно подробно. Нигде какие-либо детали им не были упущены и так далее. Все это, естественно, вызывает удовлетворение. Но лично я был недоволен тем, что мы сами как бы оказались вне этих событий, вне этого контекста. Может быть, с опозданием мы откликаемся на эти проблемы, может быть, да. Но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. И хотелось бы сегодня, чтобы здесь между нами состоялся такой откровенный разговор. Историческая тематика, тем более в Абхазии, она была достаточно актуальна, достаточно злободневна. Именно через эту историческую тематику проходил тот водораздел, вокруг которого происходило абхазо-грузинское противостояние. Мы слишком, кажется, на мой взгляд, мы слишком успокоились после войны и образования суверенного абхазского государства, слишком успокоились, а между тем оснований для этого у нас нет. И историю, как и нашу культуру, надо, естественно, нам придется защищать. А чтобы защищаться, мы этой историей, этой культурой должны владеть. То, что, скажем, высшие должностные лица России или Абхазии или еще какой-то другой страны прокомментировали, это не гарантия того, что мы уже защищены и все. Нет, я думаю, что этого не происходит, этого нельзя допускать так думать, и потому мы решили сегодня встретиться, обменяться мнениями. Так будет, мне кажется, лучше, с тем, чтобы потом за этим круглым столом можно будет уже какие-то конкретные шаги, более конкретные, более эффективные, более значимые шаги предпринять. И нужно сказать, что профессиональных ученых, исследователей коренной национальности до этого в Абхазии, в общем-то, не было, с теоретической подготовкой серьезной. Впервые это началось в 1922 году, 26 июня, и первым председателем Абхазского научного общества был профессор Фальбург. Считалось до недавнего времени, что Герман Барач был, но на самом деле был профессор Фальбург несколько месяцев, а потом бессменным руководителем был Герман Барач. Биолог, ихтиолог. В общем, они все были с университетским российским образованием, и была очень мощная плеяда историков, ученых. Михаил Иващенко, например, знаменитый археолог, Малеев, Виктор Стражев, очень крупная личность, большая величина. Много было очень интересных людей в ОБНО, и проводились большие исследования, издавались бюллетень, известия, другие печатные материалы в 20-е годы. Они были очень широко известны, и не всем это нравилось. Особенно не нравилось это в Тифлисе, в Тбилиси. Но в 1927 году уже были первые, так сказать, потери, потому что Виктор Стражев вынужден был уехать из Абхазии. И в Тбилиси не нравилось, например, что здесь собралась такая
интеллектуальная среда в Абхазии, которая во многом даже превосходила то, что происходило в Тифлисе в этот период. И в дальнейшем я вам процитирую некоторые материалы, документы редкие, в частности переписку, по поводу репрессий, которые проводились против ученых, чтобы их здесь просто не было. Их просто переводили отсюда. И здесь, что интересно, вот в этой нашей книге, которую ругают и так далее, есть фотография 1927 года, где собрались перед отъездом Стражева в Москву вот Дмитрий Гулия, Симон Басария, Иващенко, Герман Барач, Виктор Стражев. Они сделали коллективный снимок. Вот практически все они пострадали потом. Но это 27 год, и тем более ценен этот материал. И я в дальнейшем прочту некоторые письма, и в одном из писем Барач вложил эту фотографию и послал Виктору Стражеву в Москву, как бы в память о том, что, в общем-то, происходило. Здесь я хотел бы сказать, что АБНО было настолько структурировано, настолько была мощной организацией, то есть это была общественная абхазская академия, академия наук. Для того периода это было очень редкое явление. И, кстати, вот о пятилетии АБНО писал Андрей Максимович Чочу в 1928 году. Очень интересно писал. Вот. Потом они провели знаменитые в 1924 году в Сухуми первый съезд краеведов Черноморского побережья Западного Кавказа. Это региональный съезд был. Тогда материалы они издали, прогремел на весь Советский Союз. Они, кстати говоря, поддерживали контакты со 153 научными учреждениями в СССР, 19 заграничных, в том числе США и Германия. В общем, контакты были разнообразные. Кстати, в начале почетным председателем был избран Нестор Лакоба, вот этого научного общества. А потом начались, в общем-то, атаки на него, потому что это никого не устраивало. Почему сегодня важно поднять этот вопрос? Я не думаю, что преждевременно, потому что вот в 2022 году, буквально через 3 года, будет столетие этой, в общем-то, научной организации, очень мощной. Я помню, даже когда отмечали, допустим, становление Абхазского института, называли разные даты. Кто называл там 25-й год, кто называл 30-й год, кто называл 31-й год. Ты, наверное, помнишь, Олег Фухутович. Вот, но не называли 1922 год из политических соображений, потому что это было невыгодно. Называли в основном 1931 год, когда Абхазия была втиснута в состав Грузинской ССР. И это была официальная дата, хотя всегда удивлялись. Лев Николаевич Соловьев, например, очень известный археолог, мой первый наставник, он говорил очень много на эту тему. И, между прочим, вот в книге о Льве Николаевиче Соловьеве Юрий Николаевич Воронов, он писал о некоторых рассказах Соловьева, где в частности говорится: древности Абхазии, рассказывал Соловьев, часто становились поводом для преследования служителей археологической науки. Вот, кстати говоря, Михаил Иващенко преследовался и был посажен в Метекский замок за то, что он написал об Абхазской Великой Стене. В 1925 или 1926 году вышла его, в общем-то, статья в «Известиях АБНО». Вот. Взять хотя бы конец 20-х годов, когда из Тифлиса был инспирирован погром Абхазского научного общества. Первооткрывателя дольменной культуры в Абхазии, поэта и педагога Стражева, обвинили в бытовом разложении, заставили бежать в Москву. Против председателя Абхазского научного общества ихтиолога Барача и его заместителя Иващенко возбудили уголовное дело. Вот. Барача и Иващенко вывезли в Тифлис, бросили в Метекскую тюрьму, а затем в камеру вошли благодетели, в кавычках, которые предложили узникам жилье и хорошо оплачиваемую работу в научных учреждениях Тифлиса, только чтобы они не были в Абхазии. То есть тем самым они за счет Абхазии укрепляли свои научные кадры в Тбилиси, представляя это так, что это угроза
то, что происходит в Абхазии, строительство государства шло очень успешно, вот, и нужно было этот процесс остановить, в том числе и в культурной области. Погром Абно не случайно совпал с понижением политического уровня Абхазии. Это Соловьев пишет. От СССР до автономии в границах Грузии. Другая страница археологических репрессий, ну в кавычках говорится, в Абхазии пришлась на 1949 год. Поводом послужил первый том трудов Абхазского госмузея, который продемонстрировал достаточно высокий уровень абхазской историко-археологической науки. Сборник запретили. Мелехова, знаете, известный историк, обвинили в принижении роли Лаврентия Берия, меня, то есть Соловьева, в пропаганде памятников мусульманской культуры. Соловьев сделал выставку абхазских надгробий 18-19 веков. Ну, они, естественно, арабской вязи были написаны. В конце концов, нам дали 3 суток на сборы и выезд с территории Абхазии. В случае неповиновения грозил арест, а надгробия уничтожили. Параллельно исследования в Колхиде были запрещены замечательному ленинградскому кавказоведу Ессену и другим зарубежным исследователям. Вот такие вот происходили события. События очень важные, в то же время трагические события, потому что весь этот слой, культурный слой Абхазии этого периода, он практически был уничтожен с уничтожением Абно. Как это происходило, я хочу вам просто привлечь ваше внимание вот к переписке, которая впервые будет озвучена. В свое время это нашел в архиве в Москве. Вот, переписка как раз председателя Абхазского научного общества Германа Барача, вот, его письма к Стражеву, Виктору Стражеву. Вот. Вот, в частности, в одном из писем 22 февраля 1931 года, вот обратите внимание, 22 февраля 1931 года, уже все, Абхазия в составе Грузии. Герман Барач обращается в Москву к Виктору Стражеву с просьбой узнать в госиздате о судьбе своей рукописи «Географии Абхазии». Сдал он госиздат 1 декабря 1930 года. Вот интересно было бы даже найти, вообще-то, наверняка там где-то лежит эта копия. Из письма Барача Стражеву от 30 марта 1931 года. «Дорогой Виктор Иванович, по сведениям, исходившим из нашей главнауки, рукопись моя «География Абхазии» не только не получила одобрения, но даже арестована в Москве. Сейчас я думаю не об издании своей книги, а о реабилитации в кавычках, и потому с нетерпением ожидаю отзыва. У нас большие события и перемены». Он имеет в виду в политическом смысле, потому что все они писать не могли. Шла перлюстрация, здесь дальше будет сказано об этом, что письма прочитываются, некоторые доходят, некоторые приходят с опозданием. Ввиду обнаружившегося буржуазного уклона, академичности, отрыва от современности, замкнутости и других дефектов, реорганизуется, вернее ликвидируется Абхазское научное общество. Вместо него организуется массовое краеведческое общество. В литературном наследии Абно, и особенно в журнале «Субтропики», в его узко-агротехническом направлении вскрываются элементы кондратьевщины и чаяновщины. Реорганизация общества поручена некоему товарищу Сыркину. Но он пишет с сарказмом это все. Он же назначен редактором журнала «Субтропики». А так как и музей оказался не на высоте положения, в скобках «барский», в кавычках, то и не должен, так в тексте, быть реорганизован. Директором музея назначен тот же Сыркин, я зав. Естественно-историческим отделом. Будет убрана старая рухлядь, так называемая археология, развернуты картины нашего строительства. Все эти важные сдвиги – заслуга нашего сектора науки и вообще той свежей струи, которую влили в наркомпрос новые работники – Половнев, Бергман, Сыркин. Сыркина вы не знали, он появился в Сухуми всего года 2. Это молодой, но многообещающий человек, москвич. Таковы дела. Летние перспективы покрыты для меня густым туманом. Как незаманчива для меня возможность поработать под руководством товарища Сыркина и посмотреть, как в его умелых и смелых руках преобразится столь неудачно сляпанное мною дело,
Однако, думаю, что засиделся я в Сухуми дольше, чем следует. Пора двигаться куда-то дальше в путь, к новому, может быть, даст Бог, последнему этапу. Кстати, дети подросли, нужно позаботиться о дальнейшем образовании или, как я говорю, об их обвузовании. Это, конечно, не очень удачно образованное слово, но оно как будто точнее выражает сущность дела. Жить под нашим южным небом становится совсем не сладко. Оно покрыто густыми облаками, льет дождь, холодно, сыро, уныло и голодно. Ваше поручение пожать руку милого Михаила Михайловича Иващенко, к сожалению, не могу исполнить. Ну что же, кажется, исчерпал все свои темы. И о погоде написал. Скверная погода. Ох, какая скверная. Искренне ваш Барач. Другое его письмо от 8 апреля 1931 года, Барача Стражу. Дорогой Виктор Иванович, только что получил ваше письмо от 2 апреля. Из него узнал, что ему предшествовало другое, до меня не дошедшее. Какие же сухумские новости сообщить вам, дорогой Виктор Иванович? Ничего отрадного, ничего утешительного, только солнце, тепло, да и то не каждый день. Вы знаете, что наша субтропическая весна богата сюрпризами. Вот уже месяц, как я не вижу Михаила Михайловича Иващенко. Зато почти каждый день вижу товарища Сыркина и переживаю памятные мне ощущения, испытанные во время нашей поездки в Пицунду. Предстоит ликвидация ОБНО. Вместо него будет организовано массовое краеведческое общество. Когда вы приедете в Сухум, если приедете, ОБНО уже будет покойником, а на его месте ничего, я думаю, не будет. Сохранит ли о нем память благодарное потомство абхазское? Не утешаю себя и этой надеждой. Вот такое письмо. Самое худое в этом то, что у вас, боюсь, пропадет охота ехать в Абхазию. Но не забудьте, что остаются же еще и солнце, и море, и горы. А если меня к тому времени не съедят еще, ну, фактически он предчувствует, то, может быть, мы сумеем все же организовать путешествие в горы к абхазским пастухам. Что может быть лучше этого сейчас? Нет, вы все-таки не оставляйте мысли об Абхазии. Герман Барач. 28 апреля 1931 года он же пишет Стражеву. Дорогой Виктор Иванович, последнее ваше письмо дошло до меня с необычной скоростью, без всяких, видимо, задержек в пути. Сейчас я остался совсем один, не с кем поделиться со своими печалями, а их так много. Товарищ Сыркин Вениамин похаживает по музею в гимнастерке защитного цвета, заложив кисти рук за пояс, и имеет ужасно хозяйский вид. Роста же он ниже среднего, голос имеет громкий, тон решительный. Вас интересуют ваши сухумские знакомые? Сообщу, что знаю. Дмитрий Осипович Гулия, так он пишет, в отставке, на персональной пенсии. Он ведь герой труда, болеет, постарел. На его месте Семен Тимофеевич Бжания, растолстел. Симон Петрович, директор пединститута. Сейчас в Тифлисе на съезде научных работников Грузии. Интерес исследователя Абхазской стены, это об Иващенко, давно уже отвлечен от этого археологического объекта к самой подлинной современности. То есть его тягают на допросы и так далее. Никаких уясняющих подробностей о нем не имею, получить их ни от кого не могу. Лев Львович Захаровский служит в Абдортрансе техником и находит, что это несравненно лучше педагогики, а в общем и целом все тот же Лев Львович. Самсон Яковлевич наш нарком, Андрей Максимович его заместитель. Временно он освобожден от работы по наркомпросу для выполнения срочного задания по составлению абхазских учебников. Я же архаический музработник. Жалею, что это не значит музыкальный. Герман Барач. Ну вот в этом же письме Герман Барач газетную вырезку послал из газеты «Советская Абхазия» «ОБНО в тупике» вот этого самого Сыркина. Я здесь прочитаю какие-то отрывки из этого письма, но с точки зрения сегодняшнего дня, конечно, это полный абсурд. Вот то, что они пишут, и как они это все уничтожают, и не уничтожали, ссылаясь на какие-то идеологические постулаты. Вот. Она так и называется «ОБНО в тупике». 1931 год, вот как раз после присоединения, вхождения Абхазии на автономных началах в состав Грузии. ОБНО в тупике в результате своего исключительно реакционного научного руководства, пишет Сыркин.
абсолютно не желающего считаться социалистическим строительством, в результате полного игнорирования этим руководством материалистической диалектики, единственно правильного мировоззрения и научной методологии, в результате сногсшибательной беспартийности научного руководства ОБНО, не желающего знать классов, классовой борьбы и классовости науки. Далее идет критика работ Малеева «Пицунская сосновая роща», Юрия Воронова, я имею в виду биолога-ботаника, итоги изучения флоры Абхазии за 100 лет. Работы Иващенко «Великая Абхазская стена» и другие работы Стражева «Бронзовая культура в Абхазии», работы Каркунова «Развалины Джальской церкви» представляют собой описание древности и руин Абхазии без всяких выводов. Профессор Башкиров, археологические изыскания его работы, в параллель Малееву требует изучения абхазских древностей. Имеет ли это ученое дилетантство свой объективный классовый смысл? Конечно, имеет, ибо ничего бесклассового в классовом обществе нет. Объективный смысл научной, в кавычках, работы Барача, Стражева, Иващенко и прочих отвлечь внимание краеведческих сил Абхазии от изучения краеведческих проблем сегодняшнего дня и так далее. Почему археология превратилась у авторов классификации в непосредственную надстройку над производительными силами? Вообще удивительно. Не видеть классов и их борьбы, ведь это в конце концов было целевой установкой ОБНО. Где же выход из тупика, пишет Сыркин. Чтобы выпрямить линию ОБНО, его нужно сломать. Надо создать массовое классовое краеведческое общество, не приклеивая к нему особых ученых ярлыков. Вот, пожалуйста, то есть за уничтожение вообще подлинной науки. И вот здесь очень интересное попалось, я не буду отвлекать ваше внимание, чтобы уложиться в регламент, письмо Барача Стражеву от 29 ноября 1931 года, Тифлис. Вот письма, которые я здесь зачитал, в том числе датированные апрелем месяцем, где Барач говорит о том, что, возможно, меня здесь и не будет. И фактически он в мае уже был арестован. И с мая по ноябрь 1931 года содержался в Тифлисе, в Метекском замке. И вот почему Соловьев, вот тоже он упоминал об этом уже со слов этих же людей, археологов, потом Иващенко и так далее. В один прекрасный день, здесь об этом не говорится, люди от Берия зашли к ним в камеру и сказали: вы выйдете на свободу, если останетесь работать в Тифлисе. Путь в Абхазию вам закрыт. Если поедете, будете арестованы. Вот таким образом они вынуждены были остаться в Тифлисе, работать. Барач там был известным профессором, но периодически их там раз в год выпускали на лето, там на месяц поработать, побыть в экспедициях и уезжать. Но здесь вот интересно само по себе письмо 29 ноября 1931 года из Тифлиса. Дорогой Виктор Иванович, 3 дня тому назад я вышел из замка над Курой, в кавычках, прошел 6-месячный курс переквалификации. Испытание выдержал удовлетворительно, возврата в Абхазию нет. Начинаем новую жизнь. Скучаю по солнечной Абхазии, по музею, по своей работе. Много было планов, но, может быть, мне удастся кое-что из них осуществить, работая в Институте закавказоведения, если я устроюсь там. Тогда моя связь с Абхазией не совсем порвется, и я еще увижу ее горы, леса. Да, я не написал вам о Михаиле Михайловиче Иващенко. Мы вместе с ним в одной партии прибыли в Тифлис, в Метех, и в течение месяца были товарищами по камере. Все время он болел, малярией, и был в очень подавленном состоянии. Наконец, 9 сентября его перевели в больницу при губернской тюрьме. И сейчас он все еще почти 3 месяца находится там. К малярии присоединился брюшной тиф в тяжелой форме с рецидивами. Теперь поправляется. Бесконечно жаль бедного Михаила Михайловича. Ему пришлось испытать очень много. И что еще ждет его впереди, никто не знает. Будьте здоровы. Примите мой сердечный привет. Ваш Барач. В 1975 году вышла книга «Махаджирство». Это Георгия Алексеевича. Но тут вот интересно, они-то опубликовали, но особо не препятствовали со стороны Грузии, потому что где-то им импонировало вот то, что тут
они, значит, с оглядкой на русский царизм, войну с горскими народами, они как-то ее пропустили. Тоже это очень интересное явление. Вот. И вот, наконец, мы дошли до 1976 года, когда вышла книга «Вопросы этнокультурной истории Абхазии», это Шалви Денисовича Иналыпа. Но тоже, видите, с одной стороны разрешили опубликовать, а с другой стороны, значит, целое дело было. Против него выступили, под давлением Тбилиси выступили абхазские ученые, большинство, и грузинские ученые. И, значит, устроили ему судилище очень незаслуженное. Вот. Поддержали его в основном академик Ростовцев, Владислав Арден и Грантовский. Вот книга тоже вышла, но, видите, с большими сложностями были. И вот в 1978 году вышла книга Воронова «Вопросы в мире архитектурных памятников Абхазии». Он в Москве, представляете, вышла книга впервые в Москве, и, значит, там в предисловии написано, что коренным народом, это впервые, коренным народом является Абхазия, а вообще про грузинов там ни слова не было. И в Грузии очень рассердились, а где же были грузины? И началось, очень большой шум пошел. Эту книгу, да, и он там же и говорил об абхазской школе церковной архитектуре, вот. И эту книгу даже жгли, предали Уто-Дафе на площади. Через 10 лет после войны грузины ответили на нашу историю Абхазии, учебное пособие, которое было издано и переиздано в 1991-1992 годах. Называлась она «Разыскание по истории Абхазии, дробь Грузия». Там, я хочу немножко остановиться, участвовали все известные грузинские ученые и академики там. Да, и тогда, значит, в основном я вот забыл сказать, что особенно в период перестройки появилась теория двуаборигенности. И вот эти разыскания написаны на уровне двуаборигенности, и, конечно, были статьи, которые связаны с этой теорией пресловутой Ингороква. И сейчас, собственно говоря, сейчас превалирует теория Ингороква. А тогда вот они после войны еще о двуаборигенности говорили. И вот через год примерно, насколько я помню, Станислав Лакоба, значит, ответ тбилисским историкам, кажется, назывался, историками из Тбилиси. Монографический ответ, очень такой достойный, и со многими его положениями даже они согласились. Вот Зураб Папаскири, кстати, там вышла сейчас книга Гамахария «История Абхазии». Вот, говорится, что даже Папаскири Гамахария критикует за то, что тот слишком круто против абхазов пишет, а он нас защищает. У нас, конечно, есть успехи. У нас все есть. У нас некоторые наши историки, вот особенно вот рядом сидящий, просто я сейчас на него смотрю, он является лауреатом премии имени Дзидзария, Куправа, который болеет сейчас, тоже является лауреатом. И пишутся работы, особенно много по Великой Отечественной войне. Вот Станислав Лакоба трехтомик о большом терроре там вышел, да, на международном уровне. Так что все делается. Но в основном историческая наука у нас развивается еще как бы по инерции. И большой груз вот влияния советской исторической, даже, можно сказать, грузинской школе. А вот в чем? В том, что всегда стараются некоторые наши, я сейчас не буду особенно говорить, я писал об этом без гнева и пристрастия в газете «Республика Абхазия», писал обо всем этом, просто хочу сказать, иногда преувеличивается. И, значит,
говорится, у них некоторых работах, конечно, от хорошего желания, исключительности нашего прошлого, вот, преувеличивается. Ну, нам ничего не надо преувеличивать и все такое. Потому что у нас есть такие вещи, которых у других нет истории. Например, мы можем, например, похвастаться, что наш епископ Стратофил был какой-то 116 или 117, присутствовал по числу участников и на 6 языках подписал догматы мировой религии в 325 году. И что никто не может похвастаться, а мы можем, что наш царь был двоюродный брат византийского императора Леон II, Льва Хазарова. Так что есть о чем писать. Среди специалистов хорошо известно, какую роль играла каста жрецов в жизни древнеегипетского общества. Она состояла не из служителей культа, как это может показаться на первый взгляд, а из мудрецов. Причем мудрецами считались тогда лишь те, которые хорошо знали исторические предания, могли на их основе анализировать и оценивать текущие социальные реалии и предсказывать возможные сценарии их развития. Все эти проблемы решались, как видно, на базе исторического знания. Впрочем, древнеегипетское общество не исключение. Такие прослойки, аккумулировавшие в себе интеллектуальный потенциал общества, существовали и во многих других странах, в том числе и в Абхазии. Не об этом ли говорит, в частности, феномен старца, сказителя, старинных преданий, феномен, который наблюдался еще недавно в традиционном абхазском обществе. Этот факт сохранился в языке, но не только. Он был отражен также и в романе Дмитрия Гуля «Камаджич», на что обратил внимание литературовед Владимир Свинария. Значение, которое придавалось историческому знанию во времена, считавшиеся еще до недавнего времени доисторическими, не было надуманным. Роль исторического знания была обусловлена определенной социальной практикой, обеспечивавшей производство и воспроизводство жизни общества как в синхронном, так и в диахронном ракурсе. На основе этой практики каждое действующее поколение удовлетворяло свои базовые потребности унаследованием от предыдущих поколений опытом. Этот опыт им не развивался, а как бы сообразно природным циклам повторялся, потому социальное будущее формировалось здесь по образу и подобию прошлого. Последнее воспринималось людьми как нечто идеальное, совершенное, как эталон, по которому мыслилось им будущее. Тем самым социальный идеал, к которому они стремились, оказывался не в будущем, как сегодня, а в прошлом. Задача, которая возникала в связи с этим перед ними, перед людьми, состояла в повторении прошлого и транслировании его в будущее в том виде, в каком виде оно было. В обществе повторялись основные механизмы жизнеобеспечения. Это система социальных отношений, структуру ее составлявшие, ценностная ориентация, способности и потребности людей. Разумеется, какие-то изменения при этом все же происходили, но они были столь незначительными, что, как правило, оставались незамеченным сознанием общества. Таковы были социальные основы, которые, повторяю, обуславливали морально-правовой статус носителей исторических преданий, повествовавших об опыте предыдущих поколений. Этот опыт практиковался, начиная от общинного строя, вплоть до начала промышленной революции в Европе. В Абхазии же этот опыт наблюдался вплоть до ее советизации. Промышленная революция, начавшаяся на Западе в новое время, произвела переворот не только в технологии
стали радикальные преобразования всей системы структурной организации европейского сообщества. В этом контексте многие народы и страны, цивилизации уже перешли, а другие продолжают переходить к качественно новой социальной практике, к практике развития. Переход к новой практике, будучи глобальным явлением, миновать нас не может, потому следует здесь дать хотя бы краткое описание ее. Одно из условий социального развития – это критическое отношение не только к текущим реалиям, но и к опыту предыдущих поколений. При развитии прошлое уже не является эталоном, прообразом будущего. Теперь человек не относится к прошлому благоговейно, сакрально, как его предки. Будущее не формируется им старым традиционным способом, посредством повторения прошлого. В новых условиях социальное будущее ему приходится формировать соответственно этим условиям, своим изменившимся потребностям и представлениям. У человека нет, как видно, готового, априорно данного ему прообраза социального будущего. Исходный прообраз будущего ему приходится изобретать, конструировать. Только создав мысленный образ будущего, он может приступить к реализации его на практике. Тем самым социальный идеал, к которому стремится человек, оказывается уже не в прошлом, как в традиционном обществе, а в будущем, что меняет его ценностную ориентацию во времени. Для проведения всех этих мысленных операций, в скобках анализ данных, моделирование будущего, осознание целей и другие, человеку приходится наращивать свои интеллектуальные силы, особенно креативный потенциал. При этом прошлое не игнорируется, поскольку изобретать образ будущего, не опираясь на прошлое, человек не может. Но при этом социальный статус прошлого меняется. Теперь оно превращается в предмет критического анализа и рассматривается уже с точки зрения практической полезности или бесполезности. Без повторения развитие немыслимо и невозможно. Повторение – это тот механизм, который обеспечивает преемственную связь поколений и единство общества во времени. Это значит, в процессе развития повторение сохраняется, но сохраняется, повторяю, как бы в снятом, подчиненном виде. Развитие, будучи более сложной формой существования общества, включает в себя также изменения, обновления, улучшения, совершенствования, становления и другие, которые не играли заметной роли в жизни традиционного общества. Происходящий при развитии процессы более разнообразный, динамичный, противоречивый и неоднозначный. При этом перед человеком и обществом в целом возникает сравнительно больше перспектив и возможностей. Он получает возможность не только освободиться от социальной стихии и оков традиционных стандартов. Впервые перед ним открываются такие перспективы, как повышение уровня жизни и улучшение ее качества, осознание и целенаправленное совершенствование жизнеустройства общества и эффективное управление им. Однако и развитие таит в себе немало превратностей. Освобождение человека от традиционных оков и усиление его роли в жизни общества не всегда используется им разумно, что может иметь губительные последствия. Об этом свидетельствует, в частности, стремительно продолжающийся ныне глобальный кризис, угрожающий самому существованию человечества. Безудержное стремление человека к потреблению и наслаждению уже нарушило равновесие в природе. Его видовой образ же стал ныне несовместимым с нормами биогеотеоноза. Чтобы выйти из этого кризиса, Запад в лице Вашингтонского консенсуса добивается реализации глобального проекта, направленного на преодоление культурного и исторического разнообразия человечества и формирование на базе так называемых общечеловеческих ценностей единой на планете новой наднациональной цивилизации.
Не об этом ли говорят полыхающие ныне в различных регионах Земли гибридные войны, в которых культурно-историческое наследие целых народов и цивилизаций превращаются в небытие? В этой связи уместно вспомнить пророческие предостережения великого французского историка прошлого столетия Марка Блока. Цитирую: «Не исключено, что когда-нибудь наша цивилизация отвернется от истории». Предположение историка ныне стало очевидной реальностью. О грозящей катастрофе пестрит и западная пресса, в том числе и академическая. Известный американский политолог текущего столетия Патрик Бьюкенен отмечает, что война с национальной историей и культурой и замена их культурой Голливуда, это цитата, его слова, стали одним из факторов вырождения западной цивилизации. Разумеется, глобализм как идеология не обошел нас стороной. Под его влиянием стал разрушаться и наш национальный мир. На вершине ценностной пирамиды нашего общества мы теперь видим не честь и достоинство, как в былые времена, а потребление и наслаждение. Эти ценности уже стали главной побудительной силой и конечной целью действия человека и в нашем обществе. В этом контексте началось резкое снижение значимости нашей национальной культуры, в том числе и истории, снижение которое еще продолжается. Между тем, история Абхазии на протяжении прошлого столетия представляла собой тот водораздел, вокруг которого фокусировались все основные события абхазо-грузинского противостояния. Быть или не быть Абхазии решалось тогда именно через историческую науку, что придавало ей особую значимость в жизни не только нашего общества. Ценой больших усилий абхазской элиты, прежде всего историкам, удалось отвоевать нашу национальную историю. Впрочем, в этом немалая заслуга грузинских историков, которые, фальсифицируя абхазскую историю в угоду политической конъюнктуре, вопреки своей воле способствовали возникновению и становлению исторической науки в Абхазии. Тем не менее, история Абхазии все еще остается недостаточно защищенной. За последнее время все заметнее становятся изменения, которые происходят уже в нашем отношении к родной культуре, и в том числе и к истории. Еще недавно, когда наши возможности в познании своей истории были ограничены, мы знали и защищали ее лучше, чем сегодня. Когда же такие возможности были завоеваны, мы стали отворачиваться от своей национальной истории. Похоже, что она нам нужна была не для себя, не для укрепления своей национальной суверенности, а лишь для того, чтобы противостоять Грузии. Но можно ли защитить свою национальную суверенность без национальной истории? Нашу историю теперь приходится защищать не только, быть может, и не столько от грузинских историков, сколько от себя. Сегодня мы можем позволить себе надругаться над своей национальной святыней, что не позволяли себе даже грузины. Не об этом ли говорит, в частности, когда отдельные представители нашей политической элиты публично предлагают сжечь или утопить учебник по истории Абхазии? Речь здесь идет не об отдельных людях, а о реакции общества, особенно элитной части его, которая тоже безмолвствует. Между тем, недавно президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину пришлось защищать нашу историю, причем именно по этому учебнику, по которому судебный процесс еще продолжается. Защищенной нашей историю можно считать лишь тогда, когда она шифруется в социокоде общества и активно участвует в укреплении его жизнеспособности. Тот же Блок, который мы выше цитировали, отмечает, что ценность истории, цитирую, измеряется тем, насколько она может быть практически использована. Цитата заканчивается. История является животворной силой, пока она востребована в жизни общества.
А последнее может поддерживать свое существование, лишь опираясь на накопленный им исторический опыт. Благодарю за внимание.